Около 9 тысяч наркозависимых зарегистрировано на территории Республики Молдова. И это только обнародованные данные. По статистике, каждый наркозависимый влечет за собой еще 5. 26 июня – Всемирный день борьбы с наркоманией и наркооборотом. На сегодняшний день в Гагаузии около 150 наркоманов. Наркомания – это заболевание, которое вызывает зависимость как психическую, так и физическую. Что это означает? Это означает, вследствие длительного применения наркосредств человек зависим от наркотиков, и с каждым днем ему необходимо для того, чтобы получать тот эффект, который он считает как кайфом, должен увеличить дозу. Физическая зависимость – это с постепенным применением наркосредств поражаются внутренние органы, в первую очередь поражается нервная система, затем сердечная и так далее и тому подобное. Мнения по поводу, распространена ли проблема наркомании в Гагаузии, разделились. Кто-то считает, что наркомания обходит Гагаузию стороной, а кто-то уверен, что с ней в любом случае нужно бороться. Для Гагаузии наркомания – это большая проблема? Да, я думаю, что она большая проблема. Но и у них, я думаю, что много людей есть, которые принимают наркотики всякие. Ну, по статистике, вот я по телевизору смотрел, Камрад не слишком фигурирует в этом. Вы знаете, я не сталкивалась с этим. Вот у меня соседи, ребята, я не сталкивалась с этим. У них другие увлечения, но не это. Я думаю, что эта проблема никого не обошла. В регионе, я думаю, существует. Эта проблема сюда приходит все больше и больше. Хоть она не так сильно распространена, но я думаю, все-таки с ней нужно бороться. Честно говоря, по нашему району еще не слышал, что кто-то пользовался наркотиками. Ничего сказать по этому поводу не могу. Однако, как отмечает врач-нарколог, с годами наркомания в Гагаузии становится все масштабнее. Появляется большое количество разновидностей наркотиков, отличающиеся по степени тяжести. Если мы говорили в одно время только о курении марихуаны или гашиша, то на сегодняшний день уже в Молдове также пребывает и в нашей зоне один из тяжелых наркотиков, как героин. И мы имеем на сегодняшний день и, будем говорить, и инъекционные уже наркоманы, это в основном героины и психотропные, и среди них имеем и ВИЧ-инфицированные. Наркомания в редких случаях, но излечима на 100%. И чаще всего лучшие лекарства – это сильная воля человека. Известно, что лекарства лечат на 40%, остальные 60% зависят от воли человека и его позитивного настроя.